Доброе утро, уважаемые друзья! В эфире национальная вещательная компания «Саха», передача «Новый день». В последующие минуты вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, по данным Якутского центра управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 28 августа, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха плюс 5, плюс 9 градусов. Днем ожидается плюс 19, плюс 20. Заречье плюс 5, плюс 11 утром, ну а днем плюс 17, плюс 18. Южные Улусы плюс 2 утром и днем плюс 16 градусов. Вилюйские Улусы плюс 4, плюс 5 утром, плюс 20, плюс 21 днем. Нижнеленские Улусы плюс 6, плюс 10 утром, ну а днем плюс 19, плюс 20. Западные Улусы плюс 5, плюс 7 утром и днем плюс 19, плюс 22 градуса. Колымо-Индигирские Улусы плюс 5, плюс 7 утром, а днем плюс 6, плюс 10 градусов. Янские Улусы плюс 2, плюс 5 утром, днем плюс 5, плюс 13 градусов. Северо-западные Улусы плюс 6, плюс 8 утром, днем плюс 9, плюс 21 градус. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,9 метров в секунду. Днем ожидается плюс 18, плюс 20 градусов. Итак, давайте перейдем к общению с нашими сегодняшними гостями. Все животные имеют право на достойную жизнь. Именно с такой мыслью завтра в Якутске группа неравнодушных якутян проведет осеннюю ярмарку пристройства бездомных животных под названием «Счастье в каждый дом». О том, как будет проходить это мероприятие, нам расскажет представитель волонтерского движения «Помоги выжить» Юлия Высоцкая. Она прямо сейчас с нами на связи. Юлия, доброе утро! Здравствуйте, доброе утро. Ну что ж, если говорить про эту самую ярмарку, как же будет проходить мероприятие и при каких обстоятельствах вообще вот родилась идея организовать столь замечательную ярмарку? Ну, первая ярмарка у нас проходила в ноябре 2018 года. Она была тогда только кошачья. Ну, какие обстоятельства? Просто на ярмарках гораздо лучше пристраиваются животные, нежели по объявлениям. То есть люди уже могут прийти, посмотреть, познакомиться вживую с животными и уже более взвешенно принять свое решение, брать или не брать. Ну, то есть, да, мы отметим, да, для телезрителей то, что вот на специально оборудованной территории будут представлены собаки, кошки. Любой желающий может подойти и вот взять с собой, да, вот домой животное. А вот если говорить о программе, что будет в программе ярмарки? Ну, в программе ярмарки будет пристройство животных. Кроме того, люди могут подойти к волонтерам, задать какие-то вопросы по уходу за животными. Там, что делать, как делать, куда обращаться в случае чего. Раньше мы в прошлом году, когда летом проводили, мы приглашали музыкантов, делали там какой-то буфет небольшой, но сейчас в связи с коронавирусом, с тем, чтобы не создавать какие-то столпотворения, чтобы люди держали больше дистанцию, мы решили как-то попроще все это сделать. Ну да, действительно, текущие обстоятельства, да, вынуждают. И хотел бы отметить для телезрителей то, что в данный момент у нас на экране демонстрируются кадры именно с прошлогодней ярмарки. Не подумайте, что это сейчас у нас идет. Ну что ж, если говорить о животных, какие животные будут представлены на ярмарке? Как я понимаю, собаки точно есть, кошки тоже. Есть ли другие животные? Других животных нету, будут подопечные волонтерского движения «Помоги выжить». Это кошки, собаки, которые сидят на попечении, щенята, котята и все. Понятно. Ну вот, если вот подумать, да, у каждого животного, у каждой кошки, собаки, ну, печальная история, да, вот, вообще вот какие животные, откуда они вот взялись у вас и вообще вот об истории этих животных? Животные откуда взялись? Да. Животных, ну, как правило, выкидывают это с подъездов. Есть животные, зимой вот у дедушки случился инсульт, у него остались кошки на улице, их забирали. У кого-то там машина сбила, подобрали, вылечили.
все там с ними проделали и уже на пристройство. То есть это То есть животные, истории которые вот разные. были собраны вашим волонтерским движением, да? Да, с улиц, с подъездов Мгм. в основном. А вот обратимся к статистике. Вот вообще за все время существования волонтерского движения «Помоги выжить», вот примерно хотя бы, сколько животных вы смогли пристроить? Ну, точное количество не скажешь, Мгм. конечно, но даже если брать прошлогодние ярмарки, это уже более 100 животных. Более 100. Ну, впечатляющие цифры, Да. действительно. А вот я вот, как понимаю, вот чтобы представить, да, вот бездомное животное на такой ярмарке, ведь нужен уход определенный. Вот какая работа ведется в этом плане? Каждое животное, ну, если требуется лечение, оно пролечивается, обязательно прививается, стерилизуется, кастрируется. Маленькие, если котята, щенята, то они уже пристраиваются с условием обязательной стерилизации в дальнейшем. То есть судьбу всех животных мы отслеживаем, следим за их дальнейшей жизнью, и когда наступает время стерилизации, мы связываемся с хозяевами и просим их это сделать. Мгм. Ну и помогаем финансово тоже. Ну вот я в ходе нашего разговора, да, вот отметил для себя то, что завтра можно подойти и не просто вот взять животное, да, вот, а люди уже, у которых есть бездомные, извиняюсь, не бездомные, а животные, да, они могут проконсультироваться с представителями вашего волонтерского движения. А вот сколько вообще будет сотрудников вашего движения завтра, и вот при желании можно ли будет подойти, просто взять, получить консультацию? Но у нас будет человек 6. Ярмарка будет проходить с 2 до 7, и в любое время можно подойти к нам и что-то у нас спросить. Мгм. Ну вот, если вот говорить о волонтерском движении под названием, да, вот «Помоги выжить», которое действительно занимается очень полезным делом, вообще с какого года существует данное движение и вот об истории? Данное движение существует с 2015 или 2016 года. Изначально это создавалось, у нас руководитель Екатерина Федорова, она создавала как помощь животным, которые в ППЖ, в пункте Мгм. передержки животных. То есть люди, которые входят в движение, ездили туда, кормили, кого-то оттуда забирали на лечение. Ну, вот именно туда было направлено. Ну, постепенно стали вот с улиц забирать, с подъездов забирать, лечить Мгм. Ну вот я знаю тоже. то, что страницы, да, вот волонтерского движения «Помоги выжить» в социальных сетях помогают также в поиске, да, вот животных, которые вот убежали, ну, потерялись, да. Вот какие советы вы можете дать нашим телезрителям, у которых вот, ну, к несчастью, вот сбежало животное? Что нужно сделать в первую очередь? Но самое главное, чтобы животные не сбегали, это нужно не допускать самовыгула, стерилизовать животных, чтобы не было стерилизовать и кастрировать, чтобы не было у них желаний к побегам. Ну а если уже животное потерялось, то изначально нужно по горячим следам искать рядом с домом, в возможных там где-то, если это кошка, в подъезде, в тех этажах, под домом, в кустах, на деревьях, вот, и подавать, размещать объявления и обязательно подавать во все ресурсы, то есть это на все странички возможные Инстаграма. Есть волонтеры ЕКТ, есть «Спасай жизни» ЕКТ, есть там «Белый бим», еще есть странички, плюс на сайты, где подаются вот объявления. Мгм. Понятно. Ну и в заключение нашего разговора, Юлия, давайте вот еще раз уточним, да, вот завтра у нас с 2 до 7 на площади Ленина, если я не ошибаюсь. Нет, на Лермонтова 65, Мгм. это коворкинг-центр. Вот, именно на На площади Ленина, к сожалению. Да. Ну, с адресом мы На уточнились. площади Если Ленина, вот среди наших телезрителей есть люди, которые заинтересованы, да, в том, чтобы завтра взять домой с собой кошку или собаку, вот что нужно взять с собой? Документы или как у нас все будет проходить? то документы, в принципе, нет, не нужны. Как бы человек приходит, если он хочет взять животное, мы заключаем как небольшой договор,
ну или даже просто записываем номер телефона, адрес, куда животное забирается с собой. Но если вы хотите взять кошку, скорее всего, лучше взять переноску. Ну, либо мы помогаем уже отвезти на место сами. Мгм. Хорошо, ну что ж, Юлия, большое спасибо, что приняли участие в нашем разговоре. Мы желаем вам дальнейших успехов в вашем очень добром, пусть и непростом деле. Ну что ж, дорогие телезрители, мы идем далее, перейдем к следующей теме. Чтение является любимым многими времяпровождением, однако у некоторых людей могут возникнуть проблемы с этим занятием. Это может быть связано с отсутствием мотивации, нехваткой времени или же банальной ленью. Наш следующий собеседник как раз-таки работает над тем, чтобы поменять взгляд людей на чтение. С нами на связь выйдет тренер по осознанному чтению Айсена Сыроватская. Говорим мы об осознанном чтении. И да, сейчас у нас на связи, как я уже сказал, тренер по осознанному чтению Айсена Сыроватская. Айсена, доброе утро! Доброе утро. Ну что ж, сразу к делу, да, как говорится, объясним нашим телезрителям, что же такое вот осознанное чтение, в чем заключается ее специфика. Вот мы думаем, что умеем читать, если просто складываем буквы, слова, да. На самом деле это наивное чтение, то есть когда мы просто читаем и проживаем, допустим, какие-то эмоции. А осознанное чтение — это больше про мышление, про анализ. То есть когда мы уже не просто читаем, а повторно, вдумчиво смотрим, что скрывается за словами, да, то есть заглядываем вовнутрь в идею. Для чего это нужно, да? Осознанное чтение отличается от наивного тем, что наивное, оно нужно нам для удовольствия. То есть в основном мы читаем, например, художественную литературу, чтобы нам стало легче, или попробовать что-то новое, да? А осознанное чтение, оно больше для того, чтобы менять свою жизнь. То есть, когда мы читаем книги, в основном вот сейчас очень популярны мотивационные книги, бизнес-литература, да, то есть мы читаем книги и видим в них что-то, что мы можем применить потом в своей жизни и поменять свою жизнь. То есть чтение становится инструментом для улучшения своей жизни, так скажем. То есть это уже не просто как аттракцион, да, как посмотрел фильм, а вот именно могут быть определенные результаты. Ну что ж, как же научиться вот осознанному чтению, с чего стоит начать? Но самое простое — это попробовать прочитать книгу повторно, да, то есть когда мы читаем первый раз, все равно мы обычно проживаем через эмоции, через воображение, да, а когда мы читаем второй раз, у нас уже включается анализ, да, то есть мы пытаемся увидеть, что стоит за каждым словом, да, можно попробовать почитать помедленнее, это еще один инструмент вот, осознанного чтения, попробовать выделить ключевые слова, то есть посмотреть, какие слова постоянно повторяются. Авторы нам оставляют подсказки, да, для того, чтобы мы поняли главную мысль книги, главную идею. Например, повторяются одни и те же предложения, да, то есть нужно выписать, допустим, цитаты, которые вам понравились. Нужно понять, какие идеи из книги оставили след у вас внутри, да? То есть надо искать то, что откликается внутри. Вообще, осознанное чтение, оно именно про поиск себя, скорее даже создание себя, то есть именно построение личности. Вот это я называю, на самом деле, второй кожей, или еще называют интеллектом, да, таким иммунитетом. То есть, когда у тебя есть собственное мнение, ты можешь соглашаться или не соглашаться с автором, да? Видеть в этой книге себя или, наоборот, видеть другого человека, и имеешь право действительно думать, как он, или не думать, как он. Вот, и здесь как раз появляется твоя вот эта вторая кожа, это твоя личность, да, и ты понимаешь, с чем ты согласен, а с чем не согласен. И это помогает человеку понять, кто он есть, да, потому что мы редко об этом задумываемся, кто я, да, какой я. Вот у людей спрашиваешь, какой ты, вот расскажи про себя, и люди часто даже не могут ответить, что им присуще, какие у них бывают эмоции, какой у них характер. А вот через книги ты начинаешь понимать, даже через сравнение. Например, ты читаешь Гарри Поттера, да, и думаешь, я скорее, наверное, как Рон, да, чем как Гарри Поттер, потому что я более такой, простой, там, не такой меланхоличный, да, то есть ты начинаешь уже себя сравнивать, и это тоже хорошо. Это помогает вот. Да, действительно, конечно, вот читатель может ассоциировать, да, себя с каким-либо персонажем, испытывать симпатии. Вот если вот говорить, да, вот простым языком, вот наш телезритель, например, вот сейчас смотрит эфир и задумался,
Вот действительно, давай-ка я попробую, да, вот это вот самое осознанное чтение. Вот, давай вот поэтапно. Что же нужно человеку? Во-первых, конечно же, книга и вообще вот конкретные Да. действия, вот советы. С чего Я вот стоит поэтому начать? очень люблю книжную, бумажную книгу, потому что с ней легко работать. Вот в ней можно писать, да, Мгм. делать заметки, делать закладки. Это вот первое, что нужно уметь работать с книгой. Во-вторых, это обязательно дневник читателя. То есть я вот всем советую сделать отдельно тетрадку и там выписывать все, что вам понравилось, и свои мысли. Вообще надо вести, мне кажется, дневник, просто записывать свои мысли, потому что, ну, как бы мы меняемся каждый день, и через год, если вы прочитаете то, что вы написали год назад, вы удивитесь, каким вы были человеком. То есть человек каждый день меняется. Особенно после прочтения каждой книги ваш характер уже не будет прежним, да, что-то в вас поменяется. Вот, дневник читателя — это второе обязательно. Очень хороший способ — это общение, да, вот поэтому сейчас стали очень популярны книжные клубы на Западе, и у нас тоже они появляются, и это хорошо. То есть через общение с людьми, через обсуждение книг мы тоже можем видеть, как люди читают. Очень много, на самом деле, сейчас осознанных читателей появилось, да, тех, кто вот уже умеет так делать. То есть это как раз можно сравнить со спортом, вот, Влас, да, как раз спорт, это там же тоже тренер не просто так нужен, он дает нужные техники, советы, рекомендации, и при этом есть еще другие спортсмены, да, ты тоже можешь равняться на них, смотреть у них, учиться, то есть нужно окружение. Да? То есть, как и в спорте, конечно, нужна дисциплина. Нельзя просто один раз почитать, потом месяц не читать, потом опять почитать и так далее. Так сложно будет, конечно. Лучше читать каждый день по чуть-чуть. Ну, безусловно, Ну и конечно, в любом деле нужен вот старший товарищ, да, который имеет более богатый багаж опыта, чем ты, который будет да, направлять да. тебя. Ну вот вы говорите о том, что вот можно вот делать заметки, да, вот у нас в школе всегда запрещали вот что-либо рисовать, да, писать на книгах. Но сейчас Да, люди это мы наша взрослые, у нас советская, это не школьное имущество. шкафа какая-то. Да. Ну что ж, вот Писать. знаем, что ты работаешь тренером по осознанному чтению. Вот как же ты разработала свою методику вообще, как пришла к этому? На самом деле я филолог по образованию, я училась в Москве. Вот это, кстати, фотографии, которые делали участники наших курсов. У нас есть задание, ну, что нужно делать, да? Мгм. И вот как я к этому пришла. Я вообще вот училась в Москве на филолога, и там заметила, как люди по-другому читают. В основном мои однокурсники это были москвичи, Мгм. вот, и это были интеллигенты в каком-то уже поколении, и мне казалось, что они читают даже совсем по-другому. Но я читала с самого детства, и очень многому научилась, конечно, у своих однокурсников, у преподавателей, очень многому, а потом уже, когда приехала в Якутск, я работаю преподавателем литературы, тоже увидела, как читают наши студенты. Мне хотелось подтянуть уровень наших студентов, да, и поэтому вот вводила дневники читателей, с ними очень много обсуждали. И потом в ходе этого вот родились курсы именно для нестудентов. Да? То есть для тех людей, которые просто хотят читать немножко глубже, понимать больше. Вот. И структура, она родилась сама собой, так скажем, да, из того, как мы работаем со студентами. Да, то есть я видела, что работает и что не работает. Вот, а потом уже это, так, скажем так, просто записала, да, и вот курс у нас проходит онлайн в основном, да, то есть получается общаемся, ну, у всех сейчас времени не хватает, да, в основном общаемся онлайн, а потом уже встречаемся и обсуждаем. Вот самое главное, мне кажется, это именно обсуждение. Это очень сильно нужно людям, потому что чтение — это же одиночный процесс. Ну, Да. когда ты читаешь, ты же один на один с книгой. Вот, а потом уже хочется все эти эмоции, все, что у тебя внутри, мысли, кому-то рассказать. И очень часто наше окружение, да, наша семья, допустим, к этому не готова. Мгм. Вот как раз для этого и нужны такие книжные клубы, такие встречи. Да, ну что ж, возвращаясь, да, вот к аналогии со спортом, действительно мы поняли, что тренер, да, у нас имеет хорошую квалификацию. Ну что ж, Айсена, спасибо, что приняла участие в нашем разговоре. Мы желаем тебе удачи и дальнейших творческих успехов в твоем замечательном деле. Ну что ж, телезрители, мы с вами идем далее. Спорт продолжает возвращаться к привычному режиму. Это значит, нам есть о чем вам рассказать. Мы подготовили очередной выпуск нашей постоянной рубрики «Обзор спортивных новостей». Давайте посмотрим.
Заброшенная шайба и 3 голевые передачи Никиты Кучерова помогли Тампе выиграть у Бостона в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 7-1. Помимо российского нападающего в составе победителей отличились Андрей Палат, Яник Гурт, Михаил Сергачев, Брейден Пойнт, а также Алекс Киллерон, оформивший дубль. Единственную шайбу Бостона забросил Брэд Маршант. Счет серии до 4 побед стал 2-1 в пользу Тампы. После этой встречи Кучеров вышел на 4-е место в списке бомбардиров текущего плей-офф. В его активе 4 шайбы и 10 передач. Английский футбольный клуб Манчестер Сити готов заплатить испанской Барселоне 200 миллионов евро за трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси. По информации испанских СМИ, горожане в данный момент готовят официальное предложение. Напомним, лидер каталонцев 25 августа уведомил руководство клуба о своем решении покинуть команду. 33-летний Месси является воспитанником Барселоны. В ее составе он забил более 700 голов и выиграл множество трофеев, среди которых отметим 6 золотых мячей, 10 побед в чемпионате Испании и 4 победы в Лиге чемпионов. Российский боксер Александр Поветкин может провести поединок с украинцем Александром Усиком, если не договориться о реванше с Дилианом Уайтом. Ранее сообщалось о том, что русский «Витязь» согласно контракту должен провести еще одну встречу с британским боксером. Напомним, в минувшую субботу 40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в 5-м раунде поединка за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета. В данный момент на счету россиянина 36 побед при 2 поражениях и 1 ничье. Перейдем к событиям нашего региона. Якутские боксеры готовятся выступить на командном Кубке России. Турнир, участие в котором примут 250 спортсменов, пройдет с 30 августа по 5 сентября в Ижевске. Как сообщает «Спорт Якутии», за медали данного турнира будут бороться 6 представителей якутской школы бокса. В составе сборной Дальневосточного округа выступят Михаил Варламов и Николай Григорьев. Команду Центрального округа представят Борис Сидоров, Василий Егоров и Назар Андреев. В составе Южного округа выступит Михаил Прокопьев. В спортивном комплексе «Мадун» возобновилась работа тренажерных залов. Отмечается, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в помещении нанесены ориентировочные разметки, выделены дезинфицирующие средства, а также введено ограничение по максимальному количеству занимающихся. Так, в мужской тренажерный зал будут допускаться 18 человек одновременно, в женский зал 10 и в зеркальный зал 15 человек. Все занятия будут вести с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Друзья, все мы хотя бы раз в руках держали кубик Рубика и пытались его полностью собрать. Может быть, даже у некоторых получалось. А вот некоторым может показаться, что это простая игрушка. Однако по сборке кубика Рубика проводятся международные соревнования, где устанавливаются мировые рекорды и выявляются чемпионы мира и континентов. Что же такое спид-кубинг и какие еще секреты в себе таит, казалось бы, обычная игрушка, нам расскажет спид-кубер Артем Егоров. Итак, Артем, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, вот мы видим то, что у тебя есть такой богатый арсенал, да, этих самых кубиков, рубиков. И вот расскажи нам, пожалуйста, что же такое спид-кубинг, как мы можем видеть, да, из названия, то, что это скоростная сборка, можно догадаться, да? Да, это состоит из 2 слов, спид и кубинг, то есть скоростная сборка кубика Рубика. Сборка на время, именно на время. Ну, то есть алгоритм соревнования предельно простой, да? Кто соберет кубик Рубика быстрее, тот и побеждает. Да, да. Да, ну Все что ж... предельно просто, но там измеряется среднее из нескольких сборок. Угу. Ну что ж, и давайте вот сразу продемонстрируем, да, нашим телезрителям, вот что же такое спид-кубинг. Вот, например, у вас в руках стандартный кубик Рубика. Да. Какие 3 на быстрые 3. движения. Сейчас я перемешаю них подряд. Угу. Вот Вообще так... рандомно. И перед сборкой всегда происходит инспекция, то есть 15 секунд это на то, чтобы посмотреть кубик Рубика. Ага. И мы видим у вас на столе специальный таймер. Да. Просто ложите руки, и он начинает, когда отпустите, уже отсчитывать время. Угу. Итак, начинается сборка. Дорогие друзья, в прямом эфире спид-кубинг на ваших телеэкранах. Артем Егоров, специалист в этом деле, сейчас собирает стандартный кубик Рубика. И мы видим, почти заполняются, да, все стороны. И есть! И сколько же у нас по времени получилось? 15,6.
секунд. 15 секунд, чуть больше 15 секунд, дорогие друзья, ну невероятно, да, некоторые вот за всю жизнь ни разу не собирали, а тут дело 15 секунд. Замечательно. Ну что ж, а вот если говорить продолжить, да, разговор о правилах, вот у нас есть таймер, мы отпускаем руки, начинаем собирать, таймер идет, и, следовательно, когда сборка завершилась, мы кладем руки обратно на таймер и фиксируется время. Если говорить об остальных правилах, вот первичное вот состояние кубика Рубика, оно как бы рандомно или же там есть определенные вот позиции? Обычно на соревнованиях подготавливаются специальные скрамблы. Ну, то есть, они никому не известны до соревнований. Мгм. И его приносит специальный человек, и типа просто по ним на каждом раунде уже скрамблят, так скажем. Мгм. То есть нет какой-то определенной одной установки, да, вот всегда в разброс у нас, и именно поэтому дается 15 секунд для ознакомления. Да. Ну что Для ж, начального. спидкубинг у нас продолжает в республике набирать популярность, да, мы знаем то, что проводятся и чемпионаты Якутии по этой дисциплине. Вот в период самоизоляции я знаю то, что были и онлайн соревнования. Вот, в целом, вот сколько людей обычно принимает участие, ну, на главных основных стартах? И по каким возрастным категориям проводится? Зависит от самого соревнования. Если оно хорошо организованное, то может достигать 150, а так где-то от 50 до 150 людей. Мгм. Вот вообще, насколько тяжело освоиться в этом деле, например, если кто-то заинтересовался, вот начнет, купит себе обычный кубик Рубика, и вот вообще нужна ли помощь специалиста или человек может сам разобраться? Если честно, это довольно просто, как минимум для меня, и думаю, большинство куберов согласятся, но чутка упорства, и за неделю можно уже научиться собирать меньше, чем за минуту. Мгм. Ну что ж, Артем, большое спасибо, что продемонстрировал нам чудеса спидкубинга и принял участие в нашем разговоре. Мы желаем тебе удачи на дальнейших стартах. Друзья, подходит время прощаться. Эфир продолжат Сангак Кюн и мои коллеги. Я же напоследок хочу пожелать вам хорошего дня, новых успехов и побед. Увидимся после короткой рекламной паузы.